Читаем газету «Канаш» от 21 сентября 2018 года под номером 70. Статья памяти Григория Зиновьева. Его не стало 17 сентября около 23 часов по московскому времени. Он был одним из 15 российских воинов, сбитого в Сирии самолета Ил-20. Его не стало. 6 августа Григорию Зиновьеву исполнилось 34 года. Мы запомним его живым и веселым, прекрасно танцующим и читающим рэп, с невероятным чувством юмора и очень талантливым. Мы запомним его живым, надежным, мужественным, красивым. Все, кто знал Гришу, безусловно, не в состоянии поверить в его смерть. Ольга Маркова, педагог Дома детского творчества, не сдерживает слез. Гриша был лучшим ее воспитанником. 4 года занимался в старшей группе ансамбля «Ассорти». 4 года дружбы, репетиций, концертов, походов. Столько добрых, теплых воспоминаний связано с Гришей. Его энергии и темперамента хватало на все. На бесконечные шутки, на интенсивные репетиции. Он был активным участником единственного хип-хоп-фестиваля, увлекался граффити. Вместе с Юрой Силиным они вставали в 4 утра и разрисовывали город яркими красками. Причем делали это очень красиво. Казалось, он мог все. И получалось у Гриши все, за что он брался. Он был ответственным и надежным, сильным и ранимым. Если идем в поход, то самый тяжелый рюкзак у Гриши. Если нужно сделать растяжку, Гриша садился на шпагат. Надо, значит надо. Меня не удивил его выбор стать военным. Таким он был крепким, мужественным лидером. По телефону я пообщалась с друзьями Гриши. Юрия Силина эта страшная весть застала в дороге. Еду со слезами на глазах. Для меня это очень тяжелая утрата, невосполнимая. Гриша был и остается лучшим моим другом. Жизнь разводила нас в разные стороны. Гришу в Питер, меня в Самару. Но мы не переставали общаться, летом встречались в Канаше. Даже женились в один день, 4 августа. Правда, с разницей в несколько лет. Гриша был для меня примером. Начитанный, умный, грамотный, красноречивый, справедливый, добрый. Благодаря Грише я стал тем, кем стал. Он очень мне близок и дорог. Наш последний разговор был в августе, перед его командировкой. Гриша предупредил, что уезжает, но настроение его было приподнятым. Он очень любил летать. Он этим жил. Гриша с момента нашего знакомства был для меня героем и останется им навсегда. Рамиля Зайнетдинова мой звонок застал у трапа самолета, поэтому мы договаривали в сообщениях. Гриша всегда был душевным, общительным и открытым человеком. В 2008 он ушел служить, и ему настолько понравилось, что он решил остаться по контракту. Я спросил его как-то: «Может, тебе найти работу на гражданке? Ты активный и способный?» Он решительно сказал: «Нет, мне очень нравится летать, я не смогу без этого». Когда началось участие России в САР, он летал туда не один раз, даже имеет награду за участие. Я всегда говорил ему: «Вы уж аккуратнее, война все-таки». Он отвечал: «Ничего страшного, мы не стреляем, не вылетаем на боевых самолетах». В последний раз мы общались в начале августа. Они с супругой Алиной были в Крыму, и Гриша делился впечатлениями, каким было холодное море, как скупил полаптеки для жены после съеденного мороженого. Писал о том, какой же Федор Смолов пижон не забил пенальти. Он всегда болел за «Спартак», но уважительно относился к другим командам. Гриша говорил, что опять улетает. Не говорил куда, но я понял. Снова пожелал ему удачи. Теперь только я понимаю те слова. На этот раз мы надолго. Я всегда был спокоен, уверен, что с ним все будет хорошо. Но утром 18 сентября мне стало очень волнительно. В последние годы он активно занимался спортом. Даже на отдыхе в Крыму он вставал в 5 утра и бегал, искал большой камень и приседал с ним, любил турники и брусья. Он был примером для многих. Я честно не знаю, были ли у него какие-то минусы. Мы, кстати, познакомились с ним в Канаше в танцевальной студии «Ассорти». Даже помню тот момент, когда его впервые увидел. Он стоял в дверях позади преподавателя и подсказывал нашей младшей группе позиции. Он всегда был на позитиве. Григорий Зиновьев был образцовым учеником 5-й школы, о чем вспоминает учитель физики Дина Галимовна Минуллина. Гриша учился у нас до 9 класса, потом поступил в Канашский педагогический колледж. Мы запомним его очень хорошим человеком, ответственным, социально активным. Я гордилась его техническим складом ума, умением ловко решать задачи, быть серьезным и вдумчивым. Гриша ничего не оставлял на потом, при этом был очень артистичным и талантливым. Дмитрий Золотухин. В начале нулевых Гриша вел молодежную программу «Ступени» на Канашской студии телевидения. Директором тогда была Валентина Бурлакова. Очень хорошо помню этого жизнерадостного парня. Мы долго не могли записать программу. В студии не умолкали шутки, неудержимый смех. Как же горько сейчас осознавать, что Григория Зиновьева не стало.
Как сообщил военный комиссар города Канаша, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов, Григория Зиновьева планируется похоронить на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Погребение находится на контроле Центрального военного округа. Наша редакция выражает искреннее соболезнование маме Григория, Татьяне Григорьевне, вдове Алине Анатольевне, его родным и друзьям, всем, кто знал и любил этого замечательного парня, настоящего патриота нашего Отечества. Светлая ему память. Статью подготовила Светлана Кузнецова. Фото со страницы Григория Зиновьева в группе ВКонтакте «Сержант Волокуртия» и из личного архива Ольги Марковой. Специально для программы «Читаем газеты» Олеся Григорьева.